Открывая встречу, кандидат философских наук Олег Доминия подчеркнул, что проблема безопасности на сегодняшний день стоит остро. По его мнению, современный мир продолжает находиться в глубоком, тотальном, разрушительном кризисе. Доминия также отметил, что в контексте проблематики безопасности есть возможность рассматривать угрозы не только извне, но и внутри страны – экономические, демографические, социальные, образовательные. Главное понимать, насколько мнение человека или группы людей соответствует интересам общества. Конечно, человек имеет у нас право, мы в государстве живем, в цивилизованном государстве, у нас есть конституция, у нас есть закон, у нас есть мораль, у нас есть все необходимое и нужное для того, чтобы нормально жить. И, конечно, мы должны уважать и не поносить, и не третировать таких людей, которые высказывают свое мнение, ибо без личного, индивидуального мнения и общего тоже не может быть. Отдельное мнение, позиция, точка зрения того или иного человека чрезвычайно важна и нужна. Не думаю, что во время войны. Да, но и общее нужно. Без общего вот это отдельное мнение может быть и полезно, но оно может оказаться ущербным, если нет общего мнения. Нет государственного мышления, нет мышления в контексте целого общества. Председатель исполнительного совета Конгресса народа Абхазии Давид Пилия вновь зачитал заявление, которое было сделано Конгрессом 1 марта. Выражая интересы народа Абхазии, исполком Конгресса народа Абхазии заявляет о своей решительной морально-политической поддержке действиям России. А мы могли по-другому отнестись к этой проблеме? Мы могли по-другому сказать? Мы могли сказать, что мы вас не поддерживаем? Ведь сегодня на фронтах Украины российский солдат решает судьбу будущего устройства государства, в том числе судьбу жителей Абхазии. Как мы можем по-другому отнестись к этому вопросу? И я считаю, что мы приняли правильное заявление, оно поддержано всеми членами исполкома, и сегодня мы опять поддерживаем полный текст этого заявления, мы готовы об этом громогласно заявить. Я понимаю людей, которые, ну да, вот война, может быть и ядерная, и так далее, и так далее. Конечно, всякое может быть, всякое может быть. Но вы посмотрите, какое противостояние между Западом и Россией. Не на жизнь, а на смерть. Они идут на то, что начали закрывать представительства, консульства, уменьшают резко численность посольств, закрывают порты. Они готовы отказаться от газа, от угля, от нефтепродуктов и так далее. То есть они идут на лишение собственных граждан очень больших социальных дел ради того, чтобы наказать Россию. И Россия вынуждена была этот вызов, значит, принять. И Россия должна выстоять. Другого выхода нет. Вы посмотрите, в течение 8 лет, значит, шло настоящее истребление граждан Донецкой и Луганской республики. Запад как-нибудь отреагировал на это? Абсолютно нет. И мы должны быть очень аккуратными в своих заявлениях. Даже, ну, казалось бы, да, в ней заложена, конечно, большая, я понимаю, чисто такая женский подход, ну, да, слезы, страдания, гибель людей. Все это я понимаю. И я понимаю, что люди, которые подписали это заявление, это нормальные граждане Абхазии, они такие же патриоты Абхазии, как и мы. Но я такое заявление не могу подписать сегодня. Не могу. Просто нас не поймут. Это очень важный аспект. Я же неспроста сказал, что это подписали НПОшники. Если это были бы крестьяне из села, если это были бы простые наши граждане, да, с улицы, на рынке и так далее, это я еще понимаю. Но это самая образованная часть нашего общества, самая продвинутая часть. Они не могут не понимать, какие могут быть последствия вот таких вот заявлений. Конечно, наверняка не понимают. Я даже, вот мне приходилось знакомиться с материалом одного молодого человека, который пишет так. Я не вижу места Абхазии даже в каком-то будущем союзе. Как здорово, а? Какой он молодец. У нас 1,5 миллиардной Абхазии, конечно, она не хочет быть в каком-то союзе.
Но бывают разные ситуации, когда идет война, тогда мешать, так сказать, и возбуждать какое-то мнение, я считаю, это нецелесообразным. Почему привел в пример и нашу войну. В данном случае опрометчивый этот шаг был сделан. Вроде бы да, касается не Абхазии, война там на Украине идет. Все мы прекрасно понимаем, что от результатов этой войны будет зависеть наша судьба. И не только наша судьба, судьба всего мира сегодня. Это же результат не просто там какой-то конфликтов, Путин или этот сам кто-то захотел. Все шло к этому все эти годы. Мы это прекрасно видели. Идет переустройство мировой системы. Участники встречи обсудили итоги выборов в парламент. Электоральное поведение и развитие экономики взаимосвязаны, подчеркнула экономист Хатуна Шатыпа, так как социально-экономическое состояние республики влияет на поведение избирателей. Хатуна Шатыпа рассказала о статистике электорального поведения на последних выборах. Население от 18 лет и старше в Абхазии составляет 200 тысяч человек. Но право голоса из них имеют только 120 тысяч человек. На выборы пришла только половина. Еще 80 тысяч, которые не принимали вообще участие, это 60 тысяч человек. И 20 тысяч, которые не поддержали вновь избранный состав парламента. То есть они отдали свои голоса за других кандидатов. Итого, за 33 депутата вновь избранного нашего нового парламента созыва 40 тысяч человек, если все просуммировать, все их голоса. В процентном отношении это 33,3% от списка избирателей. Это, можем сказать, такой вот уровень поддержки или уровень легитимности. И за этими, конечно, упрямыми цифрами скрываются серьезные угрозы и избирательной системы Абхазии, но и национальной безопасности. Говоря об итогах работы 6-го созыва, Хатуна Шатыпа подчеркнула, что за 5 лет не были приняты очень важные законы, такие как закон об образовании, о государственной службе, о поддержке аграрного сектора. Не были внесены и поправки в закон об НДС. Хатуна Шатыпа привела данные по внешнеторговому обороту. Экспорт за 5 лет увеличился на 1,5 миллиарда рублей, а импорт на 11. То есть импорт в 5 раз больше, чем экспорт. 90 сессий они провели, приняли 180 законопроектов, 400 постановлений, вносили изменения, дополнения. Я от себя могу добавить, что ни одно заседание без повестки о переводе сельхозземель из одной категории в другую и передаче их физическим и юридическим лицам для осуществления коммерческой деятельности. Без этой повестки не проходило ни одно заседание. Как такие результаты сказались? Вот мы взяли, Илона Валерьевна, вот следующий слайд. Значит, некоторые показатели социально-экономические с 17 по 21 год. И численность населения нашей республики за это время увеличилась на 990 человек, а вот численность занятых в экономике сократилась на 3194. В том числе в промышленности снижение 310 человек, в торговле 364, в строительстве 388. Рост имеем по среднемесячной заработной плате, но это без учета инфляции, за 5 лет 3633 рубля. То есть в среднем за год этот показатель увеличивался на 727 рублей. И еще один аспект, показатель неравномерно, как развивается территориально Абхазия, о чем мы неоднократно указывали. Как вы видите, в 2021 году доля города Сухум 61%, а вот доля всех 5 районов, восточных мы так называем, Сухумский, Гулрыбский, Чемчирский, Ткварчальский, Гальский районы, 5 районов. В 2017 году их доля была 9% по данному показателю, а сейчас 10%. 10 уже? Да, 10, рост на 1%. По мнению журналиста Мананы Гургулия, избирательное законодательство в республике очень слабое. Но мне кажется, есть абсолютно очевидные вещи, которые должны принять все.
Ну, вот вчера даже не приняли такой пункт, как высшее образование. Я понимаю, что высшее образование не панацея, но все-таки если речь идет о законотворческой деятельности, не просто о принятии закона, мы не имеем такого парламента, у которого мощный аппарат помощников, которые все это могут сделать. В конце концов, наши депутаты на постоянной основе работают. Там в 2 часа придите, вы большую половину почти никого не увидите. Мне кажется, что должны быть какие-то ограничители. Это должно быть высшее образование. То, что меня больше всего беспокоит как человека, как гражданина. Я считаю, что недопустимо, чтобы мы избирали в парламент человека, у которого в биографии есть тяжкие уголовные преступления, даже если судимость снята. Это же не означает, что человек не может работать, заниматься бизнесом, я не знаю, быть членом партии. Фактически, знаете, по выборам, что я скажу, мое мнение, да? Тут можно разное говорить, да, 33% проголосовало, поддержало существующий, сформированный парламент. Но по-другому, мне кажется, что мне такое впечатление создалось, что людей все устраивает. В принципе, такой, активности, в сторону изменения существующей системы я не заметил со стороны населения. Говоря о теме выборов, председатель Союза журналистов Руслан Хашик отметил, что в пунктах закона, которые касаются выборов, должны быть четко прописаны правила работы журналистов. Очень много нюансов, но на это нужно как-то сообща вырабатывать эти механизмы, статьи, вписывать, чтобы мы могли, представители СМИ, мы могли, как 2 × 2 = 4, могли поднять документ, прочитать, как это нужно сделать. И журналисты не должны придумывать, и журналисты не должны страдать за то, что это в законодательстве не прописано. Мы действительно, вы видели, вы участвовали, журналисты, журналистское сообщество старается создать условия, выполнить, сделать это по-честному. Но если это все не расписано, все это не предусмотрел законодатель, нам это все предвидеть сложно. В ходе беседы было предложено внести поправки в закон о выборах депутатов, касающиеся возрастного ценза от 28 до 30 лет. Также обсуждалась необходимость наличия высшего образования и знания государственного языка. Гугут Савардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.